прямом эфире информационная программа «Вести. Чеченская республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о самых заметных событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Примеры мужества. Мы гордимся нашими героями. Хвала Всевышнему. Десятки и десятки представителей нашего общества удостоены звания Героев Советского Союза. Десятки людей удостоили звания Герои России. Это наше золото. Мы гордимся нашими героями. В преддверии Дня Героев Отечества в Грозном состоялось торжественное мероприятие с участием военных. Желанное становится явью. Валентина Гусевская расскажет, как решаются проблемы жителей, озвученные на прямой линии главы республики. Креативные идеи. Ребята, которые себя очень хорошо проявили, имеют возможность трудоустройства и развития своих проектов. Чеченские студенты применяют на практике свои знания и создают новаторские проекты. Как они улучшают повседневную жизнь. Региональное управление Росгвардии заняло первое место в служебно-боевой деятельности в 2024 году. Об этом сообщил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Итоги подвели в управлении Северо-Кавказского ордена Жукова округа войск Национальной гвардии России, объявленные в ходе оперативного сбора, который прошел в Пятигорске. Собравшиеся рассмотрели ключевые вопросы деятельности и провели групповые учебные занятия. Завершилось мероприятие заседанием военного совета с участием представителей центрального аппарата. В ходе церемонии награждения медаль участнику СВО вручили командиру специального моторизованного полка «Север» имени Ахмата Хаджи Кадырова Мусе Бисаеву. Почетной грамотой МВД России по СКФО наградили командира 94-го полка оперативного назначения Хасмагомеда Магомадова. Продолжается 16-я сессия конференции сторон Конвенции Организации Объединенных Наций в Саудовской Аравии. Делегацию Чеченской Республики возглавляет помощник президента страны Руслан Эдельгириев. В завершении рабочего визита первый заместитель руководителя администрации главы правительства министра Хадижа Кадырова приняла участие в сессии «Обмен опытом России по борьбе с опустыниванием и применению методологии нейтральности к деградации земель для оценки уровня деградации». Уважаемые коллеги, дамы и господа, для меня большая честь выступать сегодня на площадке столь высокого уровня. Позвольте выразить глубокую признательность организаторам за такую возможность представить опыт Чеченской Республики в области борьбы с изменением климата и опустыниванием. Изменение климата и опустынивание – это два взаимосвязанных вызова, которые остро стоят перед всеми странами, особенно развивающимися. Они не только угрожают природе, но и подрывают продовольственную безопасность, приводят к бедности и создают риск миграционных кризисов. Северный Кавказ, в частности Чеченская Республика, обладает разнообразными ландшафтами, включая горные, предгорные и степные зоны, которые подвергаются значительному воздействию изменения климата, что усугубляет процессы деградации земли. В докладе Хадижа Кадырова поделилась опытом республики в борьбе с опустыниванием и восстановлением экосистем на примере карбонового полигона «Вайкарбон». Он находится на территории нашего региона. Специалисты там занимаются мониторингом парниковых газов, рекультивацией земель и научно-образовательной деятельностью. А теперь по следам прямой линии с Рамзаном Кадыровым. Многие вопросы, которые поднимались жителями и журналистами, решались профильными чиновниками уже в ходе эфира. Яркий пример – Мадина Сайдаева. Она попросила помочь с проведением обследования своей дочери в исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Ей уже назначили дату. Валентина Гусевская о том, что желанное становится явью. Сбылась мечта 11-летнего Дени Джамбекова. На прямой линии главы Чеченской Республики 4 декабря мальчик обратился к Рамзану Кадырову с просьбой подарить ему бинокль. Для сестры он попросил набор популярной восточной сладости дубайского шоколада. Глава региона поручил исполнить просьбу министру по физической культуре и спорту Ахмату Кадырову. Тиге чоха Ахмад вот белгалвекана от лекал коучи ялде диланда таган Ахмад сарт векалдина
وقعدوا شيء صوت داك اشتغل هذاك تندلا دني سيخن يلا بنوكل شоколад хомаха ёшта камат шега дайтана совочтады. Помимо желанных биноклей и шоколада, Дени подарили футбольный мяч и фирменную футболку Ахмат. Рамзан Ахматович мощный бинокль язар, кысаешен совоты валырсы дубайский шоколадет. Далсагы Рамзан Ахматович элил хумуш. Чего язар сонеш. Незамедлительно было исполнено еще одно обращение. Жительница Грозного Марина Сайдаева попросила помочь с выездом в Москву, чтобы обследовать 7-летнюю дочь в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Рамзан Кадыров поручил министру здравоохранения Адаму Алханову решить вопрос. Наша семья состоит на учете как остронуждающаяся в префектуре. Не имея собственного жилья, мы с супругой прилагаем все усилия для помощи ребенку. Необходимо проходить обследование каждые 3-6 месяцев. С уважением, Сайдаевой, номер телефона. Москва дик бер 7 лет берду инвалид из Москва дик дешту, Москва Бакулева дик туда. Через вопрос о организации лечения ребенка будет решен, мы проведем необходимое обследование и начнем необходимое лечение у нас дома и при необходимости организуем иногородное лечение. Вопрос буду держать на личном контроле. Дал шеф Адам его Алханова, министр. Уже на следующий день в Республиканской детской клинической больнице Марьям с мамой провели консультацию и подготовили все документы. Сразу же связались с мамой. Сегодня она пришла к нам в консультативную поликлинику детской республиканской клинической больницы. Проведена ультразвуковая диагностика, консультация кардиолога, все необходимые исследования. И, в общем, все меры предприняты. Дано заключение, выписка отправлена в Бакулю для решения вопроса о ранней госпитализации. Девочка себя чувствует удовлетворительно, никаких жизненно угрожающих моментов для ребенка нет. Диагноз «острая сердечная недостаточность» девочке поставили в 4 года. Марина Сайдаева признается, не ожидала, что этот вопрос может решиться всего за один день. Хотелось бы обратиться к нашему главу республики Рамзану Ахматовичу Кадырову. Спасибо ему огромное. Лабе рез халивцун резендев массу мискчнахна тидоерна так бюзол фоцонг шхалчо халдо массу хума дитсло годнян чадек он сразу бодина массу хума казактина тхон хауса хаусин тхон лабе рез халил масана. Прием Марьям в центре Бакулева назначен уже на следующий четверг. Подобными жестами глава региона уже не раз демонстрировал свою заботу и внимание к нуждам населения. Валентина Гусевская, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. В отеле «The Local» состоялось взвешивание спортсменов перед вечером профессионального бокса. К мероприятию присоединились министр по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров и начальник отдела обеспечения безопасности главы региона Адам Кадыров. Боксеры прошли процедуру взвешивания, после состоялась пресс-конференция, где участники смогли обсудить турнир. Он пройдет 7 декабря в столичном спортивном комплексе «Колизей». В преддверии Дня Героев Отечества в Министерстве по национальной политике, внешним связям, печати и информации состоялось торжественное мероприятие. Земля чеченская взрастила немало героев, имена которых золотыми буквами вписаны в историю. Это личности, жившие и творившие в разные эпохи и сами ставшие эпохами. Но объединяет их одно – любовь к родине. Репортаж Лейлы Муртазовой. В преддверии национального праздника День Героев Отечества состоялось торжественное мероприятие, на которое собрались официальные лица субъекта, участники боевых действий, локальных войн и специальной военной операции, представители силовых структур. Помощник главы, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отметил значимость данной даты, а также профессионализм и доблесть бойцов из Чеченской Республики. Сегодня мы чествуем героев России, чествуем людей с выдающимися заслугами. У нас в Российской Федерации проживает около 150 миллионов человек, представители разных национальностей, разных конфессий. И, конечно, удостоиться такого звания Героя России среди 150 миллионов человек – это для нас большая гордость. Мы гордимся нашими героями. Хвала Всевышнему. Десятки представителей нашего общества удостоены звания Героев Советского Союза, десятки людей удостоились звания Героя России. Это наше золото, мы гордимся нашими героями.
Мы все стремимся к таким высоким достижениям, к званиям. Среди всех героев хочу, конечно же, отметить человека, который выделяется как яркая звезда нашего первого президента, героя России, Ахмат Хаджи Кадырова, нашего национального лидера. Мы сегодня видим, что заслуженно присваивается звание Героя России людям, которые сегодня в контексте специальной военной операции где-то освобождают, спасают свой экипаж, где-то помогают освободить какие-то населенные пункты. На протяжении более 2 лет самоотверженно защищают интересы страны в зоне проведения специальной военной операции более 51 тысяч бойцов из Чеченской Республики, которые благодаря поддержке Рамзана Кадырова достигают значительных результатов на линии фронта. В ходе мероприятия состоялась церемония награждения, где благодарственными письмами от Министерства национальной политики, внешним связям, печати и информации были отмечены сотрудники региональных подразделений. В разные времена, когда на родину нападал враг, на ее защиту вставали огромное количество чеченских героев. Один из таких был первый президент, герой России Ахмат Хаджи Кадыров, который бесстрашно вышел против международного терроризма и своим подвигом смог спасти целый народ и подарить ему мирное будущее. Сегодня благородное дело своего отца продолжает яркий образец патриотизма и мужества глава региона. Одним из первых в современный период был награжден героем Золотой звезды России наш первый президент Ахмат Хаджи Кадыров. Он первым в этой республике стал на защиту интересов чеченской нации, народа, который проживал в этой республике, реально подвергая свою жизнь опасности. Те времена это были очень серьезные, смутные времена. Каждый старался что-то сделать, но никто не думал об интересах народа, о народе. В апреле 1934 году было учреждено звание Героя Советского Союза, которого удостоились 9 чеченцев. Статус Героя России получили 24 представителя нашего народа. 2 из них получили награду за подвиги в зоне проведения специальной военной операции на Украине. В разные века, в разных войнах чеченцы всегда были на передовой в защите интересов нашей страны. Если взять, скажем, время не так отдаленное от нас, то чеченцы активное участие принимали, допустим, в 19 веке в русско-турецкой войне, потом позже в русско-японской войне, в советско-финской войне, Первой мировой войне, Великой Отечественной войне, Афганской войне. То есть не было ни одного крупного конфликта или какой-то войны с внешним противником, чтобы там на передовой не принимали участие чеченцы. Для собравшихся выступили военный оркестр Грозненского соединения Росгвардии, а также артисты Чеченской филармонии имени Аднана Шахбулатова. Ахмат, бойцовский дух выше в бою, за родину стою, я родину люблю. Подобные мероприятия воспитывают у молодежи чувство гордости, а также уважение вооруженным силам России, защитникам Отечества и историческому прошлому своей страны. Сегодняшнее мероприятие мне очень понравилось, выступление министра по национальной политике, который и ветеранов поздравил с этим праздником, и нынешних наших бойцов в зоне специальной военной операции. Такие мероприятия нужны для того, чтобы передать историческую память молодому поколению, сохранить эту память. Ну и, конечно, мы чтим своих героев. Чеченская республика с большим трепетом относится ко всем, кто преданно служил отчизне, чтят их память и подвиги и гордятся героями, которые сегодня неустанно борются против противника на передовой, оберегая покой государства. Данный праздник имеет важное культурное и социальное значение, способствует укреплению национального единства и патриотизма. Лейла Муртазова, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская республика. В Чеченском педагогическом университете состоялся межрегиональный форум «Психосоциальная поддержка участников специальной военной операции и членов их семей», где приняли участие психологи, медики, социальные работники и представители органов власти. Форум направлен на объединение усилий различных служб для оказания всесторонней помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В
В ходе диалога участники обсудили вопросы, связанные с направлениями работы и категориями людей, на которых она направлена, а также рассказали о мерах поддержки, которые существуют на сегодняшний день. После детям показали сказочную постановку и вручили подарки от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Мы рассказываем о наших героях, павших там, мы их не забудем, да, Аллах, и о тех, которые сегодня достойно сражаются. Я думаю, что так как во минуту молчания Яшаве Эйдал Дати, дуа мы будем делать, да, и делаем и так каждый день, каждую ночь. Мы сделаем все возможное, чтобы ваши проблемы хоть как-то снизить. Для этого есть протокольное поручение главы Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который дал нам указание первоочередной шуга, болба, и отца, чтобы мы вам помогали. На дворе зима, это значит, настало время подводить итоги самого ожидаемого события учебного года – регионального этапа Российской национальной премии «Студент года-2024». Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Грозненском нефтяном техническом университете. Все участники – яркие личности, способные вдохновлять. Имена триумфаторов знает Лимда Джамалдинова. Конкурс «Студент года» проводится уже на протяжении 11 лет. Он дает возможность ребятам проявить свои таланты. В актовом зале Грозненского государственного нефтяного технического университета состоялась церемония награждения, которая собрала студентов, преподавателей и гостей, чтобы отметить выдающиеся достижения учащихся. Это конкурсный образовательный проект для обучающихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, которые активно проявляют себя в учебе, науке, спорте, творчестве. Приняло участие больше 100 человек, из них около 60 прошли заочный этап, и на сегодняшний день у нас 24 человека, включая творческие коллективы, победители и лауреаты регионального этапа. Конкурс включал в себя различные номинации, среди которых общественник года, доброволец года, экономист, медиа года и другие. В каждом представлены лауреаты и номинанты от высших учебных заведений. Мероприятие посетил заместитель министра по делам молодежи Джабраил Абдулвагапов. Начиная со школьной скамьи, заканчивая работой, Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Салтаев в своем приветственном слове подчеркнул, что за подрастающим поколением стоит будущее всего народа, и призвал молодежь уделять пристальное внимание обучению и саморазвитию. Мероприятие сопровождалось концертной программой, на сцене выступали звезды чеченской эстрады. Селина Эпендиева вместе со своей командой из Чеченского государственного педагогического университета выиграли в номинации «Медиа года». Ребята усердно готовились, чтобы представить свой проект в самом лучшем виде. Это проект «Амбассадоры ЧГПУ», который занимается привлечением абитуриентов в наш университет. Мы снимаем разные ролики, выкладываем, занимаемся профориентационной работой, чтобы учащиеся школ поступали к нам в наш университет. Получить заветные победные призовые места – большая честь для студентов, а наградили их почетными призами представители руководства региона. Премия «Студент года» прошла успешно, оставив множество положительных эмоций и вдохновений. Ну а впереди ребят ждут еще большие свершения и достижения. Лимда Джамалдинова, Алисхан Кацулов, Вести, Чеченская Республика. Студент Грозненского нефтяного технического университета разработал детектор утечек газовоздушной смеси, который подает сигнал при обнаружении опасной концентрации голубого топлива, позволяя пользователям оперативно среагировать и предотвратить трагедию.
Этот проект является одним из многих успешно реализованных в ВУЗе за последние годы. Обучающиеся активно применяют свои знания на практике и создают новаторский продукт в различных областях, воплощая креативные идеи в реальность. Репортаж Медины Мударовой. Студенты Грозненского государственного нефтяного технического университета нашли решение проблемы утечки газа. Теперь люди смогут спать спокойно. Умный датчик повысит безопасность домов, квартиры и даже улицы. Разработка под названием «Паксид» будет отличаться повышенной чувствительностью и точностью обнаружения утечек. К оборудованию прилагается и приложение для того, чтобы дистанционно узнать об опасности. Технология в целом не новая, мы используем уже доступные технологии, просто будем их дорабатывать, продавать в хорошем красивом дизайне, чтобы все работало хорошо и также хорошо держало заряд. Потому что основная проблема данных технологий это в том, что переносные датчики, они очень быстро разряжаются. Стратегии маркетинга, как мы это будем развивать с помощью социальных сетей, также через подрядчиков, магазины и так далее. Уже третий год подряд на базе нефтяного технического университета реализуется программа поддержки студенческих проектов под названием «Труба экспертов». Более 400 обучающихся вуза представили свои разработки. В рамках акселератора проводится образовательная программа. На мастер-классов и семинаров выступают ведущие российские эксперты, представители бизнеса Чеченской Республики, также представители министерств и ведомств. Финалисты программы получают очень качественную постподдержку. Ребята, которые себя очень хорошо проявили, имеют возможность трудоустройства и развития своих проектов уже в стартап-студии нефтяного университета. Студенты демонстрируют свои проекты сразу нескольким экспертам. Те, в свою очередь, подсказывают, какие аспекты требуют доработки. Обучающиеся представили самые интересные идеи. Достаю, на нем нет зарядки, а мне сейчас нужно его заряжать. И мы решаем ту проблему, что человек не надо будет искать ни зарядочную, ни что-либо угодно. Ему достаточно просто взять провод, подключаешь к своей обуви, и ты можешь заряжать его где хочешь, когда хочешь. Еще один из представленных проектов – тренировочный симулятор. С его помощью студенты-медики смогут оттачивать свои навыки в реалистичной виртуальной среде, имитирующей операцию. Искусственный интеллект анализирует действия пользователя и предоставляет рекомендации по улучшению техники. Через 2 месяца разработчики планируют выпустить бета-версию. Актуальные проблемы, которые решает на данный момент наш проект, это то, что наш проект исключает всевозможные риски. Искусственный интеллект дополняет это тем, что он персонализирует для каждого пользователя сцены. Условно, он начинает операцию на сердце, искусственный интеллект выводит информацию по данной операции или же по данному органу, и после этого студент приступает к уже операции. Когда уже он выполняет операцию, и искусственный интеллект собирает всю нужную информацию, то есть его ошибки, его пользовательские данные, как он двигается и так далее. После этого он выводит всю эту информацию и предлагает на основе этих ошибок создать генерированную сцену уже отдельных кусков. Маира Исмаилова вместе с командой представила экспертам проект под названием «Аура». Он поможет анализировать и следить за состоянием почвы. Будет проводиться небольшой анализ посредством этого роботизированного комплекса. Он приезжает либо же заранее определенную территорию, либо же самостоятельно выбирает, какое ему направление брать, и он проводит анализ за счет каких-либо датчиков. Датчики, в первую очередь, это будут датчики освещенности, температуры, влажности и pH. Все работы объединяют одну актуальность в современном мире. Ребята провели немало времени для того, чтобы собрать всю необходимую информацию и разработать стратегию. А некоторые из них приступили к завершающей стадии – изготовлению прототипов. Уже итоговый демо-день пройдет в начале декабря. На нем студенты, которые прошли отбор, еще раз представят свои проекты и войдут в топ-10. Финалистов ждут денежные призы и поддержка инвесторов для реализации проектов. Медина Мударова, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим».